Сотни человек со всей страны вышли на митинг, приуроченный к годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России. Владикавказ в числе российских городов, где собираются люди, неравнодушные к событиям на Украине. На театральной площади города собралось около 3000 человек. Митингующие развернули десятки российских и эстонских флагов. Люди выражали поддержку и солидарность народу Крыма в принятом им решении вновь войти в состав Российской Федерации. Из-за погодных условий митинг длился лишь 30 минут. Каждый пришедший сюда выразил нашу общую точку зрения. Пусть все говорят то, что хотят, пусть все думают, что хотят, но то, что люди пришли и выразили свое мнение о том, что Россия и Крым воссоединились, и это правильно и хорошо, и это наша перспектива в будущем, это правильно. Особенно мне приятно, что пришло столько молодежи, наших друзей, и общественные организации, и новые молодежные движения, и студенты. И дай Бог, чтобы у них были перспективы на будущее работать с этими организациями. Договор о союзничестве между Россией и Южной Осетией подписан. Ранее несколько раз дата подписания переносилась, но вчера главы государств все же встретились, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. В документе говорится о поэтапном установлении между Россией и Южной Осетией более тесного взаимодействия в социальной, экономической и гуманитарной сферах. Также в приоритете вопросы внешней политики, обороны и безопасности. Планируется заключить также отдельные соглашения по углублению отраслевого взаимодействия. Глава городской администрации Сергей Дзантиев посетил одно из крупнейших рекламных агентств Владикавказа. Абрикос не только не сокращает своих работников, но продолжает удерживать заработную плату на довольно высоком уровне. Более 70 человек в среднем получают около 30 тысяч рублей. Основной пункт заработка – производство рекламной продукции. Рекламное агентство «Абрикос» не первый год сотрудничает с городской администрацией. Плоды этого сотрудничества горожане могут видеть на улицах Владикавказа. Сергей Дзантиев выразил надежду, что непростые экономические условия никак не скажутся на работе компании. На самом деле сейчас очень трудно. Очень трудно, заказов становится меньше. И вот понимание Сергея Шамильевича, конечно, очень приятно, потому что заказов меньше, а зарплату пытаемся удержать, и поэтому, конечно, какая-то поддержка с точки зрения того, что будут какие-то еще дополнительные заказы, это было бы, конечно, хорошей поддержкой, и она есть. Во Владикавказе стартовал чемпионат по интеллектуальной игре «Что, где, когда». На этот раз в интеллектуальных поединках впервые приняли участие команды учителей городских школ. В схватке умов сошлись педагоги из 42 образовательных учреждений. Игра является первым этапом проекта «Владикавказская крепость» и проводится по инициативе администрации Владикавказа совместно с клубом «Альбус». Второй этап проекта, теперь уже среди команд школьников, состоится в конце марта. Общее название «Владикавказская крепость» принято не случайно. Мы знаем, как наш город зарождался и почему это название присутствует. Мы постарались в тематике использовать, естественно, вопросы по городу Владикавказу и общая тематика, для того, чтобы учителя не испугались, так как они впервые принимают участие в подобном проекте. Чаще всего это бывают ученики.